Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на канал Магия Песка. С вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал и смотрите мое видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас отсыпочка на мужчину, а тема звучит так. Загадайте мужчину, а песочек расскажет все о нем и о том, что он думает о вас. Да? Чувствует, думает, планы строит. Ну, посмотрим. Загадывайте, пожалуйста, на мужчину, и пусть песочек расскажет всю его подноготню. Все о нем, все про него, да и про вас. Я прошу высшие силы дать возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Господи, вы ему снитесь. Песок говорит, что вы ему постоянно снитесь. Вы у него, знаете, где в голове живете? И в сознании, и на подсознании. Да везде вы у него живете, в крови вы у него живете. Вы ему снитесь. И снитесь постоянно. Прям каждую ночь. А у кого-то отыграется, что если он днем прикимарит, то вы тоже ему снитесь. И днем, и ночью. Слушайте, как же он к вам привязан. А девочки, из-за вас просто потерял и покой, и сон. Ой-ой-ой-ой. Вами живет, понимаете? Вами дышит. В голове вы у него прям сидите. Сидите на таком троне, ножками дрыгаете. Да-да-да. Знаете, как не живет он своей жизнью, он живет мечтами, либо желаниями к вам. Вот, но по какой-то причине я вот вижу, что сердце в тумане выходит. Сердце в тумане. То ли он вам не говорит, то ли возможности такой нет, то ли вы сейчас как-то не вместе, разделились. Что-то вот здесь мне не нравится. Здесь нет коннекта между вами. Не в связке вы идете, сердце в тумане. Ладненько, с этим разберемся. Да, я лучше на оракуле посмотрю. Смотрите, здесь очень шикарная картинка. У кого-то прям такая отыграется. Злая тетка держит мальчика за плечи, а он прям вырывается, так плечами двигает, говорит: пустите меня, я к ней хочу, я к ней бегу. Да, прям манит его, тянет к вам. Да, как эта злая тетка прям держит. Ну, это либо другая женщина, как соперница, да, либо мама, например, ревнивая, которая говорит: нет, ты мой сын, я тебя для себя рожала, да, нет, стой возле меня. А он прям вырывается, бежит. Так, девочки, ну что тут говорить? Думает о вас постоянно, вы ему снитесь, любит вас, аж, знаете, до дрожи, вот пробирает его, да, вот эта любовь, такое сильное чувство, оно и острое, и приятное, и просто вот дурманит, манит. Человек сходит с ума, вот. Вчера у меня была отсыпка, может быть, вы этого мужчину загадали. Здесь просто вот его трясет от мыслей о вас. Ну, трясет не в плохом смысле, а именно вот желание. Вот хочу прямо ее обнять, крепко-крепко к себе прижать и вообще не отпускать никогда ни при каких обстоятельствах. Здесь просто мужик по вам сходит с ума. Ну, по-другому тут и не скажешь. Вы его, смотрите, вы его крест. Вы для него роковая женщина. Вот тот мужчина, которого вы загадали. И если вы сейчас не вместе, этот мужчина, он землю есть будет для того, чтобы назвать вас своей. Для того, чтобы, вот, как я сказала, да, обнять и никогда и никуда не отпускать. Вот землю будет есть, грызть ее, не знаю, там горы сносить, там, моря осушать. Ну, лишь бы быть с вами. Пусть не сейчас вы вместе, но в будущем, поверьте, он этого добьется. Вы для него как единственный смысл в жизни. Но вижу, что сердце в тумане, и вижу, что между вами пропасть сейчас.
Ну вот нету, общения нету, близкого общения нету. Что-то не происходит. Если вы загадали на мужчину, с кем вы вместе в паре, и вы прям вместе-вместе, это вообще не ваша отсыпка. Здесь у меня люди на расстоянии, между ними пропасть. Либо эта пропасть, ну вот как блок, да, нельзя, ну вот невозможно быть сейчас вместе. Либо эта пропасть действительно вот километрами меряется, да, он где-то далеко находится и просто чисто физически не может быть рядом с вами. Но то, что мужик прям ваш, это 100%. Так что вот, пожалуйста. Кстати, у кого-то из девочек, кто пришел на эту отсыпку, у вас что, муж есть? Вы сейчас с кем-то, с каким-то мужиком вместе находитесь. И это тоже большая причина, большая драма, не знаю, как большой минус, почему вот этот не может себя обнаружить, да, либо прийти и сказать о своих чувствах. Есть девушки, женщины, да, кто замужем, либо с парнем, но смотрит на совершенно другого, да, загадывает на совершенно другого. Здесь песок вот именно всю его чувственность к вам показал, все его желания, все его мысли, сны, притяжение, да, притяжение. Вы вообще для него как магнит. Магнит, который тянет, и невозможно сопротивляться этому притяжению. Здесь мужчина пытался, я вижу, что он пытался как-то выйти из этого наваждения, там, запрещал себе думать о вас, там, не смотрел ваши фотографии, всячески там отвлекался, может быть, даже на других женщин отвлекался. Но нет, не может, все. Нельзя эту природу переломить. Вот вы одна вот прям светитесь для него, и все. Все остальные это так, безликие куклы, неживые. Кстати, у кого-то даже отыграется, что мужчина теряет в весе. Вот так на него любовь действует, что он даже кушать не хочет. Даже кушать не хочет, да. От любви чахнет, вот, от любви чахнет. Кстати, в делах у него сейчас какие-то улучшения идут. Бизнес, работа, прям все получается. Тьфу-тьфу. А он этому не рад. Он даже этого не замечает. Он все делает как робот, да. А потому что думает только о вас. Все как вот эта механика, да. Как привык, так и делаю. Но улучшение у него явно есть. Улучшение. Прям удачка ему тут улыбается. Он говорит, ну зачем ты мне в работе улыбаешься? Улыбнись мне в любви, да, пусть она будет рядом со мной. Вот все свои эти деньги заработаны, все отдам, лишь бы она со мной рядом была. Видите, нету. Здесь именно в любви нету. Ну, энергия денег, энергия любви, это же две подружечки, да, они вместе ходят. Сначала деньги придут, потом любовь подтянется и будет на кого деньги потратить, правильно? Даже так все в связке работает. Так, по поводу вас, девочки. Ну, у вас тут такую грустненькую показали, что вы к нему спиной прям повернулись, да? Спиной повернулись, совершенно в другую сторону смотрите. Может быть, вы на него обиделись. Вот идет такая информация. Может быть, он в свое время как-то там протупил, не просигнализировал вам, не подошел, не объяснился, не признался, какой-то решительный шаг не сделал. И вы такая раз обиделись и отвернулись. Ну, по крайней мере, вы ему это показываете, демонстрируете, говорите, фу, ты мне не интересен, да. Не люблю трусов, либо не люблю таких. Но все равно вы о нем думаете. Вас тоже мысли о нем не отпускают. Тоже, вы знаете, какое-то наваждение идет. Вы вроде гоните эти мысли, а они все равно преследуют вас. Опять же, вот вы его загадали в этой отсыпке. Знаете, ваше поведение очень похоже на поведение обиженного ребенка. Не обижайтесь на меня, пожалуйста. Я лишь передаю информацию. Вы взрослая женщина, надо немножко по-другому себя вести. Вот так вот делаете ему, и все. Мужик полностью сойдет с ума и уже будет около вас. Но вы ж не делаете. А вот он, смотрите, выглядывает в окошечко и в такой надежде, ну когда же она так сделает, когда же она меня позовет, да, либо призовет хотя бы. Смотрит, как в окно смотрит. Не знаю, может быть, он постоянно ведет слежку за вами через окно, через компьютер, не знаю, там, телефон. Куда-то все время смотрит на вас, ждет от вас чего-то, какого-то маяка, разрешающего сигнала. Да?
хотя бы какую-то маленькую такую весточку, что вы им интересуетесь, либо не против им поинтересоваться. Чего-то ждет. Ждет, да. Смотрите, он смотрит на вас в окно, а вы прям отвернулись спиной, такая гордая принцесса, сидите, совершенно в другую сторону смотрите. Ну вот опять же, у вас за спиной почему-то кольцо. Кольцо, причем кольцо, ну такое серьезное, да. Может быть, вы действительно замужем, а может быть, наоборот, вы очень замуж хотите, да, и вы его, может быть, не восприняли серьезно, либо вам кажется, что он не сможет вам этого отдать. Может быть, опираетесь на какие-то прошлые встречи, какие-то прошлые моменты, которые у вас с ним были. Да, кольцо вышло у вас за спиной. Девчонки, что я вам хочу сказать? У вас вон венце, птицы летят налево, лошадь скачет направо. Мужчина в руках несет вам цветы. Вот эти знаки в целом говорят о том, что не сейчас, но в обозримом ближайшем будущем, это срок 3 месяца, здесь будут происходить между вами очень резкие перемены. Кстати, и между вами резкие перемены, и в жизни каждого из вас будут также резкие перемены. Вот этот мужчина, он получит крылья, то есть возможность до вас добраться, к вам прилететь. В руках он несет какие-то необычные цветы. Это будет необычное предложение, да, не свойственное ему, либо очень неожиданное для вас. Ну, например, выходи за меня замуж, да, либо давай будем вместе, либо давай там помиримся, восстановимся. Вы же все разные. Лошадь скачет вправо. Это ваша лошадь, это ваша работа, это ваша карьера, это ваше мастерство, это ваша реализация. Бизнес, кстати, тоже отыграется. То есть вам еще это суждено осилить, освоить, помимо мужчины, еще и работа вас порадует. Кто-то начнет новую работу, а кто-то именно успехов начнет добиваться уже в своей работе. Здесь будет очень много изменений, очень много. Вот как я вам говорила, да, любовь и деньги, они всегда под руку ходят. Один момент, да, вот так просыпайтесь утром, а у вас раз и карьерный рост, и плюс мужчина на пороге с предложением стоит. И вы такая, ну что, нормально живем. Вот она жизнь, вот они сюрпризы. Но он точно придет, он точно вам будет что-то предлагать. Смотрите, вот здесь у меня в центре парочка людей, которые друг друга очень любят. Они друг к другу прям приклеены. Между ними сердце, но опять же сердце в тумане. Да? Вот в сегодняшнем дне прям какая-то грусть, тоска. Отношения, они либо на расстоянии, либо они еще не сформированы. Но в будущем здесь мужчина вот, с конкретным, очень необычным предложением к вам. Либо предложение, которое вы не рассчитываете получить. Он будет вам предлагать, и вы будете принимать. А как по-другому? Вы будете принимать, потому что вы не можете от него отказаться, от мыслей не можете даже о нем отказаться, так же, как и он не может от вас отказаться. Здесь все как-то связано, повязано, и знаете, как высшие, да, вот свели, подвели, говорят, вот посмотрите друг на друга, знакомьтесь, вы пара, да, вы должны быть вместе. Вот и все. Так, давайте я еще на оракуле посмотрю. Ну, с мужчиной мне все понятно. А вот с вами есть, конечно, вопросы. Не, ну посмотрите, это вы. И я спросила, что с вами не так. А карты говорят, что вы думаете, что между вами уже ничего не будет, что это конец, что это точка, что он точно не будет вашим мужчиной. Вот прям от слова совсем, да, похоронили вы этого мужчину и отношения с ним. А карты говорят так, стоп, ты зачем так? Вот он скачет, едет, как я вам сказала, да, с предложением. Он будет, он по-любому будет, он еще и вам писать перед этим будет, написывать. Так, вот часики вышли.
Но кто бы сомневался, девочки, вот время пройдет, как я сказала, да, в обозримом будущем, срок до 3 месяцев. Пройдет время, вот они, удачные стечения обстоятельств, и вот она, витиеватая дорога к дереву, к семейности. Вот как ни крути, как ни крути. Тут дама бубновая, дама замужняя, понимаете, замужняя, богатая и счастливая. Вот опять же и лошадь проиграется. Так, сейчас еще. Ну вот я спросила, что вот сейчас вас разделяет, почему вы сейчас не вместе. Ну тут очень много всего. И с его стороны, и с вашей стороны. Ну больше, конечно, с вашей стороны. С вашей. А знаете, как хотите любви, но боитесь. Но боитесь. Видно, опыт такой негативный был. Или как-то с этим мужчиной не с того начали. А еще я вижу серьезные проблемы у вас в жизни сейчас. Проблемы, кстати, возможно, даже с деньгами. Ну, либо одиночество. Так может тоже отыграться. Но ничего, девочки, все это поправимо. Все решится. Вон, видели, какая у вас лошадь в венце? Мне тут карты показывают, что вопреки вашим ожиданиям мечты начнут сбываться. Либо, может быть, вы заказывали, да, заказывали там любовь, счастье для себя. Все это будет сбываться. Так, и еще, девочки мои хорошие, у кого-то отыграется, что есть на вас какой-то темный глаз. Как поглазили вас, как попортили немножко вас. Обратите на это внимание, постарайтесь что-то предпринять. Ну, например, там, сделать чистку, сходить в храм, святой водой помываться пару, может быть, вечеров подряд. Что-то надо делать. Что-то надо делать. Вот я спросила, к чему все идет у вас с этим мужчиной, либо к чему все подойдет с этим мужчиной. Смотрите, кольцо, дом, сердце, да, вот оно все проигрывается здесь. Предложение о совместном будущем по большой любви. Вот так вот, мои хорошие. Просто чудесно, просто чудесно. Какая-то вы слишком пессимистическая. Наверное, из-за этого сглаза. Сейчас я уточню. Потому что, опять же, вы видите, вы сидите, отвернулись. Ничего не хотите, ни во что не верите. Грустная, печальная и немножко злая. Даже на себя можете быть злой. Что с вами не так? Что это у вас такое? Проблемы у вас, проблемы. Много проблем в жизни, коса. Какие-то неудачи, проблемы. Друзей настоящих либо нет, либо нуждаетесь вы еще в друзьях. Слушайте, ну прям, да, грустно. Может быть, даже и поговорить не с кем. Да? А у кого-то действительно разочарование, замужем были, либо с кем-то прям серьезно прям встречались, но все по боку пошло. А теперь, обжегшись как на молоке, на воду дуете. Причем на холодную. Нет, моя хорошая, вот как ни крути, то, что с вами, оно не продлится долго. Вы в себя придете. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Так, еще хочу для вас совет, может быть, какую-то рекомендацию. Казенный дом вам выходит. В казенном доме у вас что-то поменяется. Красиво. Ой, ну как ни крути, смотрите, у кого-то идет вот с казенного дома, начнутся перемены в судьбе к лучшему. С казенного дома. Что-то в казенном доме произойдет хорошее, после этого вообще в принципе в жизни все будет хорошее. А кто-то из вас мечтает о собственном доме. Жилье, дом, да, чувствовать себя защищенной, в крепости быть. Вам по судьбе это, вы будете это иметь. То есть защиту, ощущение вот гармонии, спокойствия, что все со мной будет ок. И также собственный дом. Вы это будете иметь по судьбе. Так, совет для вас. Все будет хорошо. Да? Будет надежный мужчина рядом, который будет и оберегать, и защищать. Кстати, еще по десятке трефовой может отыграться очень успешный бизнес-проект. Да, либо работа очень хорошая для вас. С прекрасными, надежными коллегами. Ну и финансовыми подарочками, да, выплатами. Ваш кораблик, это жизнь ваша, да? Вот.
отправляются к новым берегам, к новым возможностям. Здесь в жизни будут очень крутые перемены. А еще ваш кораблик найдет именно то, что искал. И там бросит якорь. И будет стабильность. И будет все замечательно. Девочки, вот это не надо. Это вам не к лицу. Не к лицу. И это вас опустошает. Вот эта печалька, меланхолия, депрессия. Ну зачем? Девчонки, надо жить. Жизнь, она прекрасна. Она многогранна. Ищите себя. Вот смотрите, крутые перемены. Ну, что, 3 месяца не подождете? Подождете, конечно. Хватит, вот это не надо. Запрещайте себе это, боритесь с этим, изгоняйте из себя. Здесь мужчина, которого вы загадали, вот я вам серьезно говорю, он 100% появится. Появится и ошарашит вас очень крутым предложением. То, что у вас с кем-то не получилось, ну так не все же люди одинаковые, мы все разные. Значит, не получилось, ну и слава богу, может, человек вам не подходил. А представьте, если бы получилось, а он там маньяк, либо дурак, либо еще что похуже. Ну и что, вы счастливы бы сейчас были? Нет. Здесь явный промысел судьбы на вас. Промысел высших сил. То есть ведут. От кого не надо отводят, кому надо приводят. Поверьте, вы рано или поздно это поймете. Поймете, о чем я говорю. Вас высшие любят. Вот 100% любят. Наберитесь терпения. Жизнь ваша меняется. И меняется уже сейчас. Просто вы этого не замечаете. Потому что находитесь в меланхолии. Живите, мои хорошие. Научитесь радоваться жизни. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.